Ребята, всем привет, доброе утро. Хорошая, ребят, погода, морозная утречка. Ночью было -8, сейчас степлело в районе 5 градусов мороза. Многие подумают, ребята, что будем открывать первый лед, но нет. Еще пободаемся по жидкой воде. Дожмем, так скажем, сезон, ребята. Но опять же, сегодня -5, а завтра уже вроде как плюс. Погода вот так играет. В общем, снег что выпадает, что он тает, что замерзает, что растаивает. Такая непонятная погода. Ну, в общем, озерки уже затянули. Что-то в районе 3 сантиметров льда. Можно, в принципе, где-то пробовать на курьях. Ну, в общем, это мы отложим, ребята, на недельки через 2, может, чуть меньше. В общем, ребята, собрался, еду в деревню, еду к Лехе. Многие писали, как живет Леха, почему нет роликов с ним. Да, в общем, тут совсем разные вещи были. Леха был у сестры, там что-то занимался своими делами. Плюс он много собирал ягод, как он мне сейчас звонил, говорил, ставил петли. Был он в лесу и как бы подрабатывал там где-то на пилорамах, на делянках. Ну, короче, не столь важно, ребята. В общем, до Лехи не было времени съездить к нему. Перекаты не давали, да и, в общем, как-то все не получалось у нас. А тут созвонились и решили встретиться. Я съезжу к нему в гости, поживем у него дома. Леха рыбачит сейчас, ставит сетки в лужах, в этих курьях. Не знаю, как, конечно, все это у него получается. Ну, в общем, решил, ребята, я поставить маленькие продольнички по наливу. Так как Леха стоит на сетках, есть живец, получается. Опять же, я купил маленькую сетку для того, чтобы мы ее поставим, поймаем небольшую рыбку и накидаю продольников. Ну и, в общем, позанимаемся чем-то. Если не будет снега, ребята, сходим на болото за клюквой. Короче, чем-нибудь позанимаемся. В общем, съезжу, навещу Леху. Набрал продуктов, целую сумку. Короче, поеду. Не знаю, ребят, сейчас доеду до реки. Посмотрим, как вообще там состояние. Неделю не был на реке. Может, какая-то шуга. Заведем, не заведем мотор. Все-таки мороз. Короче, ребят, давайте съедем, прокатимся. Все. Как обычно, ребят, по-братски лайкосик. Скоро, милый друг, будем мы с тобой в бой. Но это еще, ребят, не точно, так как возможно, я буду менять технику. Но это пока оставим на второй план. Рукавички, чтобы не замерзнуть. Немножко рюкзачок, веревки, груза, крючки, это все продольники, пару сеток Лехи новых, сетку хочу которую поставить, жилет, бензин, сумка с продуктами. Все, жду брата, выезжаю. Контрольки, ребята, нету. Контролька замерзла. Ну что, братва, отъезжаю. Контролька размерзла. Отлично. Погрузился. Так, водичка вроде поднялась, чтобы с этими тросами не мучиться. Вот тут течение большое уже пошло. Я думаю, можно там проехать под мостом. Ну и, в общем, смотрю, 3 лодки еще на ходах. Остальные уже все убрали. Маньяков, короче, мало таких, ребята. Тем более на ПВХ. Так, водометный режим поставил. Так, аккуратно тросик. Пройдем сейчас. И будет четко, ребята. Опа! Так, тут, наверное, на весликах пройдем. Потому что булыжники всякие лежат.
Когда мы были молодыми. Когда мы были молодыми. Все четко, ребята. Все по плану. Ну все, братцы. Морду лица прикрыл. Погнали. Все-таки, ребята, это свобода. Лодка и река это с мотором, это своя движуха, ребята. Это свобода. В первую очередь это свобода. Поддавали, погнали. Деревня уже. Леха где-то должен в кустах меня ждать будет. Где-то он там. Должен быть по сути. Но деревня вот она, ребята. Здесь, ребята, месяц назад пройти невозможно было. Сейчас спокойно. Но иду не быстро, и вон Леха уже торчит. Ждет меня. Вот с такими людьми, ребята, можно договариваться. Сказал в 9, значит в 9 будет стоять, как преданный пес. Ну что ты, Леха? Мелко? Здорово. Вижу, что мелко. Надо было там заходить. Ложи сюда, Лех, все. Отсюда садись. Только надо что-то под этот. Под жопу подстелить. 100 грамма нету? 100 грамм есть. Есть, то налей лучше, блядь. Что, болеешь? Вчера, блядь, больше на рагу лупил там, блядь. Ну ты даешь. Я свял, я так и знал, что ты болеешь, блин. Злодей, блин. Злодей. Ну я не как бы не сильно болею, ну, блядь. Ладно, сейчас налью тебе. Я так бы... Смотри, Леха. Лариса Юрьевна хлеб испекла утром. Ну, я не буду. Не Угощайся. буду. Ну, я не буду. Я уже с утра с маслом, слышь, горячего поел. Вот, ребята, супруга испекла. Тут где-то, да? Вылито, говоришь? Ну вот это мы. В этом квадрате. Но у меня же, я же когда убегал от волков, когда с палаткой был, я вот в том районе на Визинге стоял 2 года назад. Здесь они где-то тоже постоянно кружатся. Тут это раньше было, я сейчас не знаю. Раньше тут лосиха была постоянно с лосенком. Ага. Вот она, ну, рожала тут, короче, а потом уже к осени выходили они туда на песок, вот ближе к кусту, на песок они туда выходили, блядь. Было, ходят, блядь. Ну, я что, видел, хорошо слышно было волков? Сейчас? Ну да, ты когда, говоришь, слышал? Позавчера. Позавчера? 5? 5? 5 насчитал? Ну, вылета 5. Один зовут, второй, третий, четвертый, пятый, блядь. Угу. Получается, блядь, выводок целый. Да. Опасно, Может, Леха, да? Еще был, блядь, может, у некоторых не ловят. Ну да. Ну, выводок, короче, блядь. Давай, выпей. Че, испугался, говоришь? Не, я не испугался, просто дрожь по телу так и прошла, блядь. Ну да. Поехали, ребята.
Все? Лед, ребята. Лед, лед, лед. Ну что, братцы, мы добрались с Иванычем. Замерзли, да, Леха? Вообще средь газа шли. Вспоминаете, ребята, местечко? Недавно здесь мы были с Илюхой. Наши дрова. Решили, короче, ребят, тормознуть, погреться. Вообще замерзли. Потихоньку, потихоньку, помаленьку. В общем, добрались. Сейчас распалим костерок, попьем чая. Заезжали там в озерко. Короче, уже лед, ребята. Не знаю, краем можно там где-то поставить на живца сеточку. Потому что завтра хочу продольники ставить, нужен живец. 25-ку привез. Ладно, что, Лёг, костер. Давай. Так, костерочек, костерочек. Хорошо взял топор, потому что знал, что задубеем мы. И взял я горелочку. Без горелочки вообще никуда. Никуда не хожу без горелочки. Так ты бересту продал, блядь, сухая? Это сухая, да, ну. Что-то тут щипани бересты. Сейчас это раскалю. Наточил я свой топор. Головешек полон двор. Да, морозик. Через 2 дня опять будет плюс. Газ-то тоже, ребят, замерз. Газ-то тоже замерз. Просто так все, блядь, да она, блядь, плавает. Сделано. Что это китайский сет, что ты хочешь? Сделано. А сзади подходит собака черная. Вот такой. Он постоянно меня ищет и находится. Ставим сеточку на живца вот в этой заводе, поставим. Лед уже, конечно, сворачивает все дело. Ну ладно, попробуем. Надо живца на налима. 25-ка, я думаю, пойдет. Меньше не нашел. Скоро эти заводюшки станут. Скоро будет зима, ребята. Так-то на живца лег, да, можно было поменьше, конечно, что-нибудь, да? Поменьше, Ну а что, нету ничего. блядь, маленький, старики, блядь, есть вот такая хитка у меня там. Что одна свинья,
Все? Ничего не делаю. Ну все, понял, разбирайся. Есть М. свинец. Это что такое, свинец? Свинец. Такого на даче. Ну ты своих снять хочешь, да, полностью? Я, нет, 10 оставлю. Пусть он. Мгм. Потом Андрюха, я тебе не так давал, то давал. Здесь 130 метров. Ну, что, написано? Ну вот, ну, посмотри, 230 метров. Написано 30 метров сетка. Андрюх, ну смотри, сколько? 15 метров. Больше нет. Больше нет, только половина. Ну вот. Ну, ну я пакет тебе показывал, написано. Ну, написано. На заборе тоже написано, да? На заборе тоже написано. Написано. Ты долбил, да его долбил, эти дырки. А сколько мне, Леха, лет было? Я же такой был вообще. Ну тебе сколько было? Не, я хуй, я после армии. Я уже разведен. Кстати, тычки на налима, вот эти помнишь? Это ты же мне показал эту снасть. Ну. Кстати, ребята, вон, кто меня научил по налиму-то, грубо говоря, зимой. Вот. Я был таким пацаном, мы встретились с ним на реке, познакомились и поставили тычки. Я помню, и первые налимы попали сюда. Да, вот тогда с Аркашей, да, попадали. Да, И за у Аркашку. него было там, и у тебя попало сюда. Аркашку, да, царство небесное, да. Ладно. Че, поедем сетки снимать твои? Да, пойдем. Ладно, поехали. Давай. Щукарек. Щукарек. Руки, да, руки оставишь. Ну, ребята, Леха еще и охотится потихоньку. Утка попалась. Черная. А я, кстати, когда подымался, Лех, слышишь? Тут она одна этот и была. Да, она нырять будет сейчас. Ныряет. Вот. А ты говоришь, тушенку есть не хочешь. Ты поднял, да? Поднял мотор. Ныряет. Стою. Стой, уйдет. Поймал? Ну вот. Леха, теперь ты еще и с мясом. Да, хоть немножко налени почистить. Вот завтра она не замерзла у нас вообще тут в хлам. Вот, ребята, оставляем здесь. Бензин я снимаю. Прячу. Что, братцы, идем в деревню к Лехе домой. Дела сделали. Погода дрянь. Холодно, лодку как-то почистили. Вся в сосульках. Ладно, ветер, холодно, ребят. Идем печки топить. Ужин готовить. Коты, да, встречают тебя, Леха? Он как собака за мной на рыбалку ходит. Да. Я развернулся уже километр прошел. Отогнал. Идет, вот тоже. Ага. Ну вот и добрались до деревни, ребята.
Рыжий. Коти. Коты, рыжий, коты. На. Я-то его вез. Да он уже замерз. Я-то его вез горячую, понимаешь, Лех? Юрьевна только испекла. Держи. А что ты пусть там вот? Нет, тут еще круглый такой брал. Ты слушай. Это надо убрать, убирай давай такой. кусочек отломи, сейчас я его согрею. Так, что тут? Кусочек отломи. Понабрал немного. Лехи. Тушенки, шменки. Кусочек Чай. отломи. Так вот, бери, ну что, доставай, все равно Да, будет. кусок, целиком не надо. Да кушать будем, доставай, ну что. Давай шлепки, Лех, что есть? Да эти вот ноги как мне там мерзнут. Валенки, ты мне зимой их давал, да. Ну вот, видишь, говорит, ноги не О. мерзнут, блядь. Да-да. Да. А эти мерзнут, я у Сашки. Валенки-то это тема. Он с меня приезжал, да? Что, ребята, все, мы у Лехи согрелись, аж сразу разморило. Печурку протопили, все вроде как нормально. Леха заносит дровишки за водичкой. Сейчас будем готовить ужин. Наверное, ребят, многим не будет понятен, кто такой Леха. Предлагаю посмотреть просто зимнюю рыбалку. Там я немного объяснял, как, что и почему. Ну и в общем, ссылочку оставлю, ребят, на видео. Посмотрите, чтобы было немножко понятно. А так в целом, кратко, это мой друг. Я с ним познакомился вот с таких, не знаю, ну был еще пацаном. А на рыбалку ходил с раннего возраста и, получается, познакомился с ним на реке. Он был большой уже в возрасте, а я вот пацан, не знаю, сколько мне было лет. В общем, познакомились на реке и подружились, и несмотря на возраст, как бы нормально рыбачили вместе. Вот, кстати, он научил меня тычки по налиму ставить. Это было так. В общем, ужинаем, готовим снасти на налима, отдыхаем. Я тебе говорю. А вот на эту вот ловил, вот на эту, вот на эти. Вот эти берут, как я. Бля. Не Елета, как он? Хариус. Вот. Потом с двумя тройниками так и ставишь, да? Да, я добавляю второй тройник, потому что иной раз щука бьет Да. спереди. Ага. Вот, и я добавляю наперед. Ну, просто видишь, ну, как бы, ну, цепляется очень много. Вот они, видишь, все. Вот тоже хорошо. О, ребят, зашли в тепло, так раскумарило прям вообще труба. Сразу вспоминаю зимние рыбалки, вот когда проморозишься целый день, потом домой приезжаешь и чувствуешь такая слабость, все зашевелилось. Ну да, сегодня так промерзли немножко мы. Ветер, мороз, ну такой как бы только привыкать просто, значит, нам надо просто привыкнуть к этому прохладному моменту, и потом будет нормально. Ну, в общем, что, поставили сеточку, не знаю, написано, ребята, 30 метров, вот взял новую, а всего лишь где-то 12 метров получается. Это как так, блин, охренеть, это как, блин. В общем, завтра, думаю, получится поймать живца. Ну и завтра хочу поставить маленькие продольники. Просто будет 2 поводка, грузила, бутылка, веревка. И вот так побросаю везде, в 2 местах перспективных. Так чисто ради интереса. Но нужен живец, ребята, нужен живец. Ну и в общем, сегодня поставили еще в озеро, немножко проплыл, по краю есть еще место, не замерзло. Поставили там тоже у Лехи 2 сетки. И вот тут у него стояли 2, или сколько у него там, 2-3. Ну, все грязные, ребята, там все, он завтра снимать их буду 100%. Щучка получается и утка попалась. Ну вот, в целом как-то так.
Ну, в общем, это у Лехи деньги, ребята. Рыбой он живет. Не только сам питается, кормит кота своего рыжего, собаку. Ну, еще и меняет на товары какие-то. На хлеб, на сигареты. Как-то на так. В общем, приехал навестить Леху. Да и так вместе провести время, порыбачить. Лодка вся обледенела, ребят. Ну, мотор, в принципе, справляется. Мне все нравится. Не знаю, лодку так почистили. Потому что пока плавали, эти брызги, все это замерзло. Короче, нормально. Комплект вывозит. Ладно. Отдыхаем. Так, ребята. В общем, вяжу маленькие продольники. Вот взял с собой свой набор на лимне, так скажем. Были здесь китайские крючки, вот такие с длинным цевьем. Пачка. Ну, что-то они мне не понравились. Ну, на продольник поставим. Продольник будет одноразовый. В целом, как бы больше-то его использовать не буду. Да и лески толстой не оказалось. Как под основную я вяжу с 0,4. Конечно, надо было-то посерьезнее лесочку. Получается, она какая основная идет, и к ней же поводок. Ну, в общем, продольники будут в 2-3 крючка без грузила. Чистая веревка, груз, бутылка, и к ней уже вот основная леска без грузила с 2-3 крючками. Я думаю, что же вес будет у нас, ребята, и получится поставить продольников 5, 6, 7. Сейчас тут Леха посмотрел бутылочки, нашли мы 7 полторашек разных, там не от лимонада, от пива. В общем, как-то так. Но это в целом не запланированная рыбалка. Я и говорю, я просто, если все получится живцом, то надо сделать. Сеточку поставили на живца. Я думаю, что получится. И на живца уже поставим. Ну, в общем, как-то так. Так, ну, то бишь, вот у нас пошел крючок. Раз. Сюда мы ставим второй, который я уже привязал. Также петля в петлю, все простенько. Леха таскает дрова, что-то водичку, собаку кормит, у него собака охотничья. Сварил там что-то ей каши какой-то. Время уже не знаю, ребята. Что-то кушать хотели, разогрели всякого разного, ничего не варили. Ну, не знаю, попозже, может, что-нибудь сварим, конечно, покушать-то надо тоже. Так, что-то перекусили, на скоряк чай попили. И все. Пока некогда как будто. Так, плохое освещение, конечно, ничего не видно. Плохо видно за столом там. Не буду сидеть тут как-то на диванчике у Лехи. Ну и вот, в общем, сюда второй поводок. Это, допустим, будет у нас с 2 поводками. Вот. Раз. Ну и здесь, допустим, у нас вот заканчивается. Тоже делаю петлю. А там уже потом или просто привяжу, или как-то пропущу. Ну, в общем, там уже к веревке я придумаю, что-нибудь сделаю. В общем, такая штука, ребята. Попробуем сделать. То бишь, если 7 полторашек, хотя бы по 2 крючка, то 14 живцов уже нужно будет. Не знаю. Дело к зиме. Может, и в сетку-то ничего не попадется. Ну, пытка не пытка. Тем более, это мой эксперимент. Я еще поздней осенью так не делал. В общем, ребята, Лехи нашли вот такой утюг. Вот такие вещи. И сейчас кирпичи еще поищем, потому что грузов больших больше найти не получается. Вот, в принципе, на продольник на такой пойдет такой груз. Ты куда столько дров? Лех, куда столько дров? Да. Конечно. Тепло быстро почему-то у тебя уходит. Ну, пожар не закрывать там, если я там закрою.
Это надо лазить туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Угу, понял. Я не закрывать, просто он кирпичом закрыл. Вот я тебе что и говорю, надо купить. Надо это. тебе, короче, эту штуку найти, да, получается? Ну вот эту хуйню надо просто купить такого диаметра и все. Понял. Вот. Штука вот на этот диаметр. Сюда, Ну вот, тебе да, надо вот чтобы это колено вот закрыть это поменять, да, и все. И нихуя не. Даже эти трубы есть такие еще, такой угол есть целиковый. Как бы, ну, нормально. А, блядь, позвонил, блядь. Да, братва, вышел на улицу. Красота. Вот здесь, ребята, реально спокойствие. Хотя, в принципе, деревня недалеко от поселка, где я живу. Вроде и там спокойно, но здесь, ребят, намного спокойнее. Есть даже немного фонарей по деревне. Деревня, кстати, очень большая, очень длинная. Ну, дома раскиданы так, что не все, конечно, живут. Допустим, там вот, там уже не жилые дома. Дорога асфальтирована, ребята. Ну, за асфальт, конечно, я не скажу. Вот немножко какого-то метража, и сразу все видите, что дорога такая, хлам. В общем, что, покушали, перекусили, ребята. Особо что-то, короче, так мы замерзли, так застало. Усталость такая хапнула, что прям как будто ни о чем не охота. Нажарили колбасы, сварили макарон, перекусили. В общем, я там мамкиных соленьев навез, короче, нормально. Ладно, будем, наверное, отдыхать, ребята. В общем, у Лехи тут тоже сразу окраина, и сразу идет лес. Вот здесь он ходит на охоту, ставит петли, добывает мясо. И сразу немножко, ребята, определюсь, что по виду, по отношению, по там, какому-то бардаку, может кто-то там начнет там выдумывать и говорить, ребята, ну, здесь, пожалуйста, ничего не надо. Здесь своеобразная штука. Человек также жил в городе. Была семья, ребенок, работа. Ну, это жизненные обстоятельства. В общем, Леха нисколько не огорчается и никогда не жалуется. Все нормально, ребята. Занимается рыбалкой, охотой. Добывает на пропитание, добывает рыбу на продажу. Потому что, ну, здесь, ребята, идет уже цикл такой, то что здесь идет немножко не в удовольствие, а рыбалка на сети, кто-то скажет, какие-то браконьерства там туда-сюда. Ну, здесь, ребят, я к этому нормально отношусь, если человек реально живет этим. Потому что, ну, как-то выживать надо, наверное, немножко. Ну, в целом, я, в принципе, ребята, отношусь к этому вообще по ряде и как бы никогда на человека не смотрю там и не выбираю его там по одежке там или какая у него машина там или там квартира. Здесь, ребята, душа должна быть в первую очередь. Ну и в общем, говорю, с Лехой я познакомился вот с таких и как бы то, что он, в принципе, какую-то, наверное, мне может дал подачу по налиму вот именно этих тычек, этих донок, этих палок. Я с детства ими начал заниматься и вот налима начал ловить не только осенью на донки, на свои любимые, но и зимой на палки, на тычки. Простая снасть, такая же, как и летняя. Короче, как-то так, ребят. Минус 5, посмотрел градусник, ветер. Не знаю, как завтра будем ходить, как будет завтра погода. В общем, все хорошо. У Лехи есть вот такая лодочка. Ну и в общем, кто смотрел, ребята послали Лехе, мои подписчики, тоже резиночку, у него тоже она присутствует. Еще раз, ребята, спасибо, кто поддержал те ролики, которые были на канале, и отправили Лехе лодку. Он, в принципе, доволен. Она у него работает в лесу. Ты что ли, Леха? Похоже? Похож. А я мне похож. Это батя у тебя, да? Да.
Так, это свежая, да? О, это ты что ли? Все. Блядь, да света нету. На, подожди. Да нормально видно мне, Лех, ты чё? Я Это говорю, сестер покажу. Во, у тебя мадемуазель, конечно, слышь? Вот этой сестры у меня есть. Вот она, аккуратно, без обмана. Бля, хорошо. А это...